день, дорогие друзья. Мы сегодня с вами снимаем подкаст с актером театра, Горьковского театра, Дэвидом Разумовым. Дэвид, расскажи о себе в 2 словах. Я просто говорю, пацаны, вот заставка, она у вас озвучивается как-то или нет? Они говорят, ну нет. Я говорю, так давайте озвучим. Вот. Надо еще звук наложить. Да. Какой-нибудь, знаете что? На контрасте. Крылатые качели. Или что-то тоже такое очень спокойное. В мире животных это. Да, в мире животных есть. Вопросы сегодня будут к тебе как к человеку, который работает в театре, как к человеку искусства, из мира искусства. Мы хотим просто поговорить про внутренности театра. С чего начинается театр? Первый вопрос. Ну, это сложный вопрос, на самом деле, просто. Ну, я не знаю, с чего начинается театр. Там кто-то говорит с вешалки, кто-то с репетиции начинается театр. Я знаю то, без чего не может быть театр. Вот театр не может быть без зрителя. Потому что так или иначе, самое главное — это зритель, это то, ради кого делается спектакль. Я разные видел спектакли с хорошим светом, вообще без света, с декорациями, без декораций, с актерами, можно даже без актеров. Можно просто вот ковер постелить и сделать спектакль. Но все это не имеет смысла, если не будет зрителя. Немного ушел от ответа, но вот как-то так. Представься. А мы не представились. Да. Меня зовут Стас. Это Паша. Это Паша. Это Дэвид Разумов. Здравствуйте, Стас. Я бы хотел спросить про стеснение на сцене. Есть ли такое, что актеры зажаты? Они могут там забывать слова во время? Волнуются ли? Ты волновался, допустим, когда-нибудь? Были случаи забывания текста? У нас сегодня такой подкаст. Ой, не подкаст, я хотел сказать стендап. Слушайте. Заготовленные вопросы, не заготовленные ответы. Волнуешься ты... Когда ты волнуешься? Когда ты... Меня часто в комментариях спрашивали в интернете. Как побороть волнение? Или как перестать бояться публичных выступлений? Ответ один. Снова и снова выходить на сцену. Просто с годами волнение проходит, вот и все. Ты сейчас говоришь, как в своем ТикТоке. Знаешь, ты выстраиваешь картинку такую грустную и играешь ролью. У тебя есть такой формат, ты заметил? У меня еще поза, смотрите, какая зажатая просто. Да. Мне надо расслабься. А какое упражнение, чтобы перестать волноваться, у вас есть? Если оно имеется? Нет никаких упражнений. Нет? Нет. Надо просто снова выходить на зрителя. То есть со временем просто ты привыкаешь. Центр льда, да? Когда учишься кататься. Да. Просто со временем ты привыкаешь, что на тебя смотрят люди. И когда я помню, как я волновался на своем первом спектакле. Когда это была уже не дипломная работа, а когда это был прям настоящий спектакль на большой сцене со зрителями. Это был спектакль «Подводники». Я там в массовке выходил матросом, у меня было там несколько реплик, но я очень сильно волновался. Просто потому, что это что-то, что происходит с тобой впервые. Как и всегда в жизни, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, что что-то с нами впервые случается, мы испытываем волнение вот так и на сцене. Вопрос от меня. Мы сегодня с одним микрофоном, будем делить его между собой. Вопрос. Зато каким? Зато каким, да. Вопрос, сколько ролей ты сыграл, ты не считал? Сколько образов ты поменял? 9 сейчас. А сколько ролей мы играем в жизни каждый день? Я не знаю. Мы можем сейчас открыть страничку театра, там перечислены все мои роли. Там, может, порядка, не знаю, там 15, может быть. И вопрос следующий. Как
Тебе какая твоя вообще любимая роль? В какой тебе было наиболее комфортно? Где ты почувствовал себя собой, где можно было вообще не играть, а просто жить? Что это была за роль? Извините, я буду подвисать, потому что такие вопросы сложные. Вы потом это все... Конечно. Мы не будем ничего вырезать. Мы Склейка. нас будем вырезать и его оставлять. Ну вот я очень люблю спектакль играть «Крейцерова соната». Почему? Потому что, ну, во-первых, поставила моя одногруппница, моя подруга Маша. Мария Матох, простите, пожалуйста. И мы когда репетировали, вот я ощущал тогда на репетициях полную свободу, потому что мне была дана абсолютно вот полная свобода. Вот я, ну, понятно, что все идеи, они как бы ей все равно корректировались, что-то там она принимала, что-то не принимала, но так или иначе в своих каких-то вещах я, ну, повторюсь, был полностью свободен. И там еще, ну, такой образ, я там играю не человека, а воспоминания. То есть есть главный герой, а я просто воспоминания, я просто сижу там 40 минут. Вот спектакль идет час 20, я 40 минут сижу, не двигаясь вообще просто, потому что он обо мне не вспоминает, потом он обо мне вспоминает, и я как бы оживаю, но я как бы в его, ну, то есть подсознании. Поэтому это получается такая иногда карикатура, иногда какая-то вот, ну, там дурка полная. И ты двигаешься вместе с ним. Ну да, там иногда с ним, иногда там, ну, в общем, и так как это, ну, как бы в его подсознании, в общем, тут может быть все что угодно, поэтому вот какую-то дурку, которую я достаю от себя, ну, вот я в ней полностью свободен, поэтому, наверное, вот мне это и пришло на ум. Ну, я еще люблю, ну, то есть там Чацкого, потому что, ну, главная роль, это сложная роль, я в ней, ну, то есть до сих пор я пытаюсь, вот я только сейчас, спустя, сколько я уже его играю, там, с 2020 года, получается, 4 года я играю Чацкого. Вот только вот, наверное, вот сейчас я уже могу сказать, что я нахожу какую-то свободу в этом, потому что, ну, в общем, много времени мне понадобилось, чтобы, ну, я не знаю, как-то, как правильное слово подобрать, откалибровать ее, что ли. Чувствовать себя там, как рыба в воде. То есть... Свободным, опять-таки. Да. Для того, чтобы чувствовать себя свободным, сколько времени еще раз ты посвятил изучению этого материала? Там... Ты про Чацкого Да, спрашиваешь? про Чацкого. Ну, я обобщу скорее вопрос. Сколько для тебя нужно времени, чтобы прям вот почувствовать, что ты в этой роли? Ну, опять-таки, наверное, смотря какая роль. Потому что, ну, с Чацким там другая история. Просто я там был в одной. Когда я вводился в этот спектакль, у меня было просто там... У меня был месяц, мне сказали за месяц, по-моему. И у меня была задача просто выучить весь текст, там кучу стихотворного текста. Ты должен все знать на зубок, потому что рифма на этом завязана. И я помню, у меня как-то дома... Это был первый раз в жизни, надеюсь, и последний, когда у меня случилась просто паническая атака от того, что я... Вот как-то я учил, а потом понимал, что нет, наверное, я просто не справлюсь, наверное, я не выучу, не смогу. Но выучил и сыграл спектакль, очень волновался, был большой зажим. Задача была одна — сказать все слова. Вот все. То есть там, вот конкретно на том спектакле вообще речи о какой-то свободе вообще быть не могло. Все это было какая-то... Просто это был абсолютно, ну, как мне кажется, я не могу судить со стороны, но это был абсолютно зажатый человек на сцене. И дальше из спектакля к спектаклю все этот зажим становилось все меньше и меньше и меньше. И, ну, начала появляться какая-то свобода. Я не знаю, когда она появилась, какой конкретный момент, но сейчас прошло 4 года, и вот сейчас, когда я выхожу играть Чацкого, я не думаю ни о тексте, ни о мизансцене, вообще ни о чем. Я просто выхожу и ощущаю свободу на сцене. Говоря про свободу, мы уже до этого общались на камеру, говорил, что все-таки актеры, они исполнители. Да. Можешь рассказать про иерархию, которая есть в театре? Ну, какая может быть иерархия? Иерархия такая, что есть директор, есть художественный руководитель театра, они во главе этой иерархии. Дальше идут режиссеры,
Потом, ну, я могу тут ошибаться в каких-то там... То есть есть, опять-таки, начальники, там есть же свои... То есть есть реквизиторский цех, есть там художественный цех, есть костюмерный цех, везде свои начальники. Если мы говорим про иерархию постановки, то есть если ставится спектакль, то, конечно, во главе режиссер. Но опять-таки, может прийти художественный руководитель, допустим, ну, обычно так не делается, но все равно во главе театра есть художественный руководитель, он все равно даже к другому режиссеру может прийти и сказать, вот этого быть не должно. И надо пойти за словом художественного руководителя, потому что он во главе иерархии. Но вообще режиссер а артисты — это... Я понимаю, к чему этот вопрос. Артисты — это исполнители. То есть артист может что-то предложить, режиссер может как принять это, так и не принять, но в целом там даже в твоем договоре трудовом написано, что ты должен полностью исполнять волю режиссера. Есть какие-то топ-крики на актеров от режиссеров? Топ-крики? Да, топ-3 крика на актера назови. Прокричи. Ну, это... Я видел какие-то такие локальные вещи, но это происходит очень редко. Ну, это такое, ну, типа... Я просто, наверное, не совсем понимаю, как ответить правильно. Ну, такое иногда бывает. По-разному. Ну, иногда, я не знаю, ну, на любом предприятии, наверное, случаются конфликты между людьми. Есть же человеческий фактор. Есть какой-то... В каждом из нас накапливается стресс, так или иначе, посредством чего-либо. И он находит дальше свой выход в ситуации, там, чаще мы на близких срываемся. Чаще, я вам так скажу, я когда ставил спектакль, я больше всего ругался со своей женой. Потому что мы самые близкие друг к другу люди, и если... И она на меня кричала, я на нее кричал, она в этих спектаклях была хореографом, и она еще и играла. Поэтому у нас возникали споры, и если с другими людьми я еще как-то, пытался все-таки быть интеллигентным, так или иначе, то на самых близких ты такой... вы поняли. Вообще удобно работать с женой в театре? Нет. То есть... Очень удобно, люблю тебя очень, ты супер всех. Да по-разному на самом деле. У нас есть пары в театре, по-моему, 5 вроде бы. Савенковы, Инна, Серега, Шванков, подождите, Андрюха Сенькин, Вероника Плешкевич, Сергей Михайлович, наш художественный руководитель, Виктория Константиновна. Кого-то еще забыл. Я думаю, они не обидятся. Все, все, вырезаем, ребят. Да, все, всех вырезаем. Тут был вопрос. Тут вопрос был про пар. Я уже, наверное, даже его модифицирую. Тут бывает ли такое, что вот поругались, там пара в опыте, было такое, что поругалась пара и не хотят либо вместе играть, либо как-то, прошу прощения, срут друг другу на сцене? Есть такое, были моменты, когда мы там с Витой там, поругались из-за чего-то, и мы там... А мы вечером там Крейцерову сонату играем, где мы должны друг друга, собственно, показывать страсть между людьми. Выходишь на сцену, все это пропадает. Все это всегда, вообще, какое бы у тебя настроение ни было, ты выходишь на сцену, все это остается там. Бывает такое, что вы дома какие-то роли на себя применяете и общаетесь в них? Или... или используете где-нибудь? Что у вас там за игры дома? Секс-роль Чацкого. Да, я попал. И Лариса. Так, если серьезно, в смысле, какие роли? В плане, что ты имеешь в виду? Допустим, ты играешь в театре роль какого-то персонажа. Бывает такое, что ты вживаешься в роль и уже используешь ее, общаясь с друзьями, дома? Я тебе так скажу, нет, на самом деле нет, просто иногда вот тексты, которые ты произносишь постоянно, каждый там, ты играешь в спектакль, там, 10-й раз, 20-й раз,
тексты уже настолько в тебя попадают, что ты иногда людям отвечаешь текстом персонажа. И это как, просто мем локальный. Кто-то это выкупает, кто-то это не выкупает. Вот и все. Просто, не знаю, словарный запас становится чуть больше. А бывало такое, что на сцене забывается текст, и как на это вообще реагирует аудитория? Зрители или коллеги? Зрители, скорее зрители. На самом деле зритель, как правило, таких вещей не заметит. Потому что если ты забываешь текст, такое происходит редко очень, но иногда можно поймать, это называется белый лист, когда ты вдруг раз, и ты, было такое, со мной давно такого не было, но вот мы играли комедию «Одураченный муж», и мы, значит, там такой момент иммерсивный, где мы начинаем по залу ходить, типа ночь, мы ничего не видим, и мы там взаимодействуем со зрителем, там кого-то, мы ничего не видим, мы так то по головке у кого-то погладим, то там за плечо возьмем. И, значит, и там такой текст, он говорит, мой коллега: сударь, а туда ли мы идем? Я должен ответить там что-то, не помню что. Я понимаю, что я не понимаю, что ему говорить, он ждет ответа, и я такой: я не знаю. То есть, и это работает как гэг, люди начинают смеяться, потому что такой, то есть люди думают, что это как бы так и надо. То есть он спрашивает: а куда мы идем? И я такой: я не знаю. То есть всегда ты как бы, если ты что-то забываешь, ты либо это обыгрываешь, либо потому что либо актер, либо твой партнер, он всегда тебя спасает. Потому что он видит, что что-то не так. И он понял, что я забыл. И он дальше подхватил мою реплику, и он сказал ее просто. И мы дальше пошли. Это все... Другое дело, когда, допустим, в том же «Горе от ума», когда текст в стихах, и ты тут уже, будь добр, не забывай. Но бывало такое, что там вылетает какая-то строчка. И там ты ее просто заменяешь хотя бы своим словом. И дальше просто идешь. Как можешь. Пусть там даже рифма пропала в какой-то момент. Все равно ты не останавливаешься, никакой трагедии не происходит. Ты просто идешь дальше. И все. Это редко случается. Такой знаешь, странный вопрос, но меня всегда интересовал при просмотре спектаклей. Как актеры выходят из роли после? Вот, допустим, да вы никак. все сыграли, и как вы дальше живете, как обычные люди? Да нормально вообще. Нормально? Да. Я просто не могу воспринимать актера потом уже с его личностью, а с личностью персонажа только. Не знаю. В театре ты так много играешь всего разного абсолютно. И, я понимаю, что ты имеешь в виду. Может, это какой-то стереотип или что У меня есть только одна роль, на которую я прям настраиваюсь, я настраиваюсь на нее. Это в спектакле «Идиот», где я играю Ипполита, который больной туберкулезом, он при смерти, он должен сейчас умереть. Более того, в сцене он собирается застрелиться, я как бы сижу и там немножко разгоняю себя. И то надо мной угорают, как бы с этого. В плане того, что вообще никто такую шизу не ловит, как бы. Как Мэтью МакКонахи в своих фильмах? То есть там худеет на 20 килограмм? Или это не он? А кто? Кристиан Бейл. Бейл, да, Кристиан Бейл, по-моему. Как можно, смотри, как можно в театре там похудеть для какой-то роли, если у тебя же есть репертуар, ты уже 10 ролей играешь. Нет, если ты для какой-то похудеешь, там, а что остальные, как бы, то есть все равно, поэтому сразу берут того артиста, который нужен, и по комплекции, так или иначе. А так, в основном все происходит, просто некоторые вещи, они из-за того, что это происходит там в 20-й раз, в 30-й, они настолько доходят до автоматизации, что мы стоим, это в основном в каких-то, конечно, комедиях, легких спектаклях. В тяжелых спектаклях, конечно, все так, они сосредоточены каждый на своем. Когда какая-то сложная сцена у артиста, к нему никто не подходит.
Он стоит себе, настраивается и выходит на сцену дальше. А когда какой-то легкий спектакль, где все доведено там до автоматизма, мы просто доходим до того, что вот кулиса, вот мы там с друг другом разговариваем, мы идем уже на свой выход, мы все еще продолжаем говорить, и только мы выходим на сцену, мы сразу в реплику. То есть и более того, мы сыграли сцену, мы выходим в другую кулису и продолжаем этот разговор. То есть такое иногда, в этом нет ничего такого. Это просто, это работа такая. Понятно, что ты выходишь на сцену, ты моментально включаешься. Это не значит, что ты там будешь халтурить или там так или иначе, но просто некоторые вещи уже доведены до потому что они повторялись уже очень много раз. А вот у меня вопрос. Что такое раскол на сцене? Это когда ты... Я вам сейчас расскажу, что такое раскол. Недавно случился вообще самый жуткий раскол. Вообще меня сложно расколоть. Расколоть — это значит, когда тебе вдруг на сцене становится настолько смешно, что раскалывается твой образ. И ты выходишь из образа и не в силах сдержать свой смех, хотя сейчас вот идет спектакль, зритель смотрит. И если это какой-то серьезный спектакль, где не может в этот момент персонаж расколоться, артист, как правило, он просто от зрителя отворачивается. Там как-то себе язык прикусывает. На серьезных спектаклях это редко происходит. В основном колят друг друга артисты на комедиях. И вот недавно, буквально на прошлой неделе, играем мы спектакль «Укрощение строптивой». И этот раскол связан с моим коллегой. Чтобы вам понять, я должен пару слов рассказать о нем. Это Леха. Алексей Качан, чтобы вы его представляли. Он собирает в себя все стереотипы мускулинности, которые есть. Вот это Алексей Качан. Просто, представьте, такой машина такая, такой просто, голос такой низкий, такой просто... И более того, он в жизни, он таких самых, самых консервативных взглядов. Илья Муромец просто, буквально. Да, абсолютно так вот. Отец 2 детей, все, то есть он православный человек, у него крест такой огромный он носит. Мини-катаретта. И он даже немножко гомофоб такой, чуть-чуть. И что происходит, на спектакле? Там спектакль «Укрощение строптивой» — это комедия, но это еще и... она такая с элементами мюзикла, там иногда драматические сцены, иногда мы поем и танцуем. И вот идет номер, мы, поем и танцуем, мы там бригада, 5 дурачков просто. В смысле, по образу такие, слуги-дурачки, то есть мы там... По образу. Да. Нет. И у нас там в танце, мы там мизансцена, спели, и дальше у нас движение. Вот такое вот. И мы не можем его не сделать. Оно в танце, оно зафиксировано. Делают все вместе. И мы, та-та-та-та-та, и другой наш коллега перед нами стоит, спиной к зрителю, к нам лицом, и мы доходим до этого движения, и он такой: «Леха, ты гей?» И мы просто все, мы там умерли. Просто все начинают смеяться. Андрей Сенькин рядом стоит, у него микрофон, он поет и смеется. Просто все в таком расколе жутком. Все ржут, не могут. Это настолько было смешно в момент. Этого никто не ожидал в этот момент. Просто: «Леха, ты гей?» И все, все 5 человек. Сосало? Да. Это было так, этот смех было просто не остановить. Но в этот момент, так как мы слуги-дурачки, мы можем в этот момент просто, так или иначе, я думаю, что даже зритель в этот момент не понял, что что-то не так. Просто в моменте это был самый, наверное, жесткий раскол в моей жизни, который случился неделю назад. Вот что такое раскол. У нас тоже раскол. А какие роли тебе лучше играть? Дурачков или серьезных персонажей? Я так вам скажу. Конечно, комедию играть сложнее иногда. Смотря какое настроение, я не знаю, по-разному. Зависит от твоего темперамента, от твоего какого-то этапа в жизни. Потому что если бывают моменты, когда тебе очень бывают дни, когда прям
все наперекосяк идет, и кажется, что жизнь твоя и так далее. Есть такое, что он в роль входит сейчас. Каждый раз, когда общается, он просто в роль входит, реплики кидает откуда-то. Нет. Нет, на самом деле, я хотел сказать, что когда у тебя плохое настроение, не хочется смеяться, самое сложное — это играть комедию. Потому что ты должен все это оставить и так или иначе вот выйти. И есть зрители в зале, они заплатили за билет, они хотят сегодня увидеть комедию, они хотят отвлечься, они хотят посмеяться. Ты должен их рассмешить. Потому что пострадать всегда легче. Ну, что там... Вообще жизнь, она сплошное страдание. Поэтому взял, вышел, пострадал. Не скажи, ну вот как, например, можно вызвать у себя страдания, прям гримасу такую, или там вызвать слезы? Я, например, вот не могу даже и технически не вызвать, и сам по себе не могу как-то и заплакать. Ну, ты просто не пробовал. А расскажи, как? Ну, это разного, на самом деле, у каждого артиста там свои техники. Я не знаю, как бы сработает это Стас сейчас. плачет. Вот, абсолютно. Как? Просто как вы это делаете? Стас, расскажи свой секрет. Жалко. Сейчас. Я зеваю просто, когда плачу. Вот иногда можно подловить себя. Чуть-чуть так. Видели, что я сделал? Я буквально глаз коснулся чуть-чуть. Я не моргаю. И глаза начинают слезиться. И вот я, если буквально еще там 2 минуты вот так продержусь, то у меня реально вот польются слезы. Если к этому мы прибавим, какой-то сразу другой говор должен быть. Немного другая интонация. Это все, мне кажется, вообще, куда вы меня позвали? Зачем вы издеваетесь надо мной? Вы гадости какие-то мне говорите. Вы хотите меня реально довести сейчас до какой-то истерики. Не хочу здесь ничего с вами разговаривать, потому что вы очень плохие все люди. Вообще меня обидели все тут на этом подкасте, суки. Ой, конечно, это все как бы... Успокойся. Сейчас чайку выпью, мне легче станет. Это все техника, это фальшь. Потому что я просто себе надавил на глаза, не поморгал буквально вот чуть-чуть, и слезы полились. Это такой лайфхак, который, ты используешь... Довели, суки. Я так иногда делаю, когда надо заплакать вот в моменте. А иногда бывает такое настроение, что выходишь, и ничего делать не надо. И льются слезы. Эта дверь есть, есть 2 разные техники. Вот вы, конечно же, все слышали, да ё-моё. Уже просто, когда они льются, сложно их остановить. Когда есть 2 разные техники. Станиславского вы слышали про него. Да. Вот Станиславский — это про то, чтобы поймать шизу. Поймать шизу, довести себя психологически вот до этого. Вот ты другой человек. Все это, проснуться этим человеком, все настроиться. И вот именно мыслями своими себя довести до этого состояния. Что только от внутреннего можно показать правильное внешнее. А есть Михаил Чехов, который его ученик, который вообще все наоборот. То он от внешнего к внутреннему. То есть надо технически сделать точно внешний рисунок, и тогда внутреннее сразу будет, из этого внешнего рисунка сразу внутреннее будет, организм подхватит, и это будет правдой. То есть тут как бы и артисты, они я вам так скажу, вот в театре, мои коллеги, они не используют ни первую, ни вторую, у каждого своя. У каждого своя школа, это синтез чего-то, так или иначе. У каждого, артиста своя какая-то внутренняя кухня. Например, моя жена Виталина, она не может использовать вот такие вот технические вещи. Она это не приемлет. У нее это и не получается. Она вот тупо каждый раз вот доводит себя до какого-то по-настоящему. Да, это на самом деле, это иногда это просто жутко даже. Но это круто. Есть ли какой-нибудь топ артистов, которых ты видел и вдохновлялся ими? Неважно где, Беларусь, за границей. Нет, слушайте, на самом деле есть, я вам так скажу, как же много офигенных артистов вообще в принципе. Вот я могу сказать про любого из своих коллег, какой это крутой артист. И понимаете, вот мы видим какие-то крутые перформансы там в кино, актерские. Но мы, допустим, возьмем вот этого актера там в другом фильме, который там «Золотую малину» получил, да, и мы думаем,
ну что ты творишь, да? А дело-то не в артисте. Артист, он и там работал на 100%, и там работал на 100%. Дело в том, что там грамотно сработал синтез света, музыки, сценария, и это все вылилось в моменте вот в этот катарсис. А где-то не сработал этот синтез, вот и все. Поэтому я скажу, что, так много крутых артистов, но так мало возможностей раскрыться как артисту и показать свой, какой-то крутой перформанс, потому что так или иначе ты, заложник распределения. Тебе вот кому-то дают вот главные роли, кто-то постоянно на второстепенных. Вот и все. А это не значит, что тот второй хуже. Нет. Просто, это случай, это удача. Есть такие роли, где тебе не повезло? Допустим, за которые тебе стыдно? Нет, наверное, не знаю. Понимаешь, тут дело в том, что я же не вижу себя со стороны. Я не могу себя оценивать. Когда люди снимают сторис, и театр всегда репостит сторис, я смотрю на себя, я всегда кринжую. Всегда я думаю, все, пока. И этим ты на сцене занимаешься. Я не могу себя адекватно оценить, потому что я там Виталине показываю, она говорит, да все супер, вообще класс. Я говорю, нет, все, я не могу на это смотреть, это ужасно. Я очень необъективен по отношению к себе. И, наверное, так многие артисты. Потому что ты в себе, когда смотришь на себя со стороны, ты сразу видишь только плохое. А если ты видишь только хорошее, все, у тебя все, это уже корона на голове, добрый вечер. Ладно, это на самом деле все. Я ухожу в какие-то крайности. Это все. Можно? Да. Вопрос. Хотел спросить по поводу критики. Как ты относишься к критике вообще? И бывает ли в сторону тебя критика? Да, она, конечно, бывает. Вообще невозможно нравиться всем. У меня есть отличная история про критику. Нет, она связана с двумя спектаклями. Один спектакль «Маскарад», который я поставил, он, поехал на фестиваль «Белая вежа» в Брест. И мы сыграли спектакль. И дальше, на следующий день, на утро обсуждение с критиками, где они, разнесли его полностью, в пух и прах. И на самом деле, он... То есть но на самом деле все, что они говорили, если тезисно обобщить, они говорили, это не Лермонтов. У Лермонтова не так. А мы реально, мы осовременили историю, мы перенесли все в сегодняшний день. Я тоже могу объяснить, почему я это сделал. Потому что, не знаю, надо ли сейчас об этом говорить или не надо. Дело в том, что в программке написано по мотивам. И идет обсуждение, и я понимаю, я могу сейчас встать и сказать, извините, а там в программке написано по мотивам. И все, и это уже, этот аргумент, он не контрится ничем. Но я в этот момент... Я просто все это слушал, и я подумал, зачем я буду оправдываться сейчас? Мне наоборот, в тот момент мне показалось, что самая какая-то позиция, наверное, правильная, может быть, даже мужественная какая-то, или как иначе, это просто, быть выше этого всего. А может быть, я не знаю, правильно она или нет, может, это наоборот, это гордыня какая-то позиция, я это все не впускаю, говорите, что хотите, вы все дурачки. Нет, потому что, я ничего не сказал ей, то есть я просто промолчал, а она, разнесла спектакль, просто камня на камне не оставила, там была критика вообще всего просто, она уничтожила его. И дальше, когда она говорила про другие спектакли, режиссеры, они сразу, если она причем другие спектакли она в основном хвалила, но давала какие-то замечания, и они сразу злились, начинали защищаться за одно это замечание, хотя им нахвалили. И я в моменте подумал, ребят, камон, серьезно? Зачем, вы так, зачем вы... И я даже в моменте подумал, что как хорошо, что я ничего не сказал. И дальше,
смотрите, склейка. Но это у меня осталось каким-то вот незавершенным делом просто. Я потом носил это в себе, как какой-то незавершенный гештальт. В разуме. Потому что мне вот... я подумал, надо было... Потому что рядом со мной ведь на обсуждении были артисты еще. И я ведь мог как бы встать и сказать тем самым, ну как бы... Ну не то, что защитить их. Но ведь человек вот сыграли спектакль, люди реально вот они отработали, вот артисты же ни в чем не виноваты, потому что она там что-то про артистов тоже плохое сказала, а они же ни в чем не виноваты. Они делали вот то, что их режиссер просил. И мы, значит, проходит время какое-то, вот у меня остался этот незавершенный гештальт, незакрытый. И мы едем со спектаклем Крейцерова соната на фестиваль в Саранск. Мы показываем спектакль, все супер, обсуждение с критиками. И так совпало просто. Она, Наталья Давидовна, добрый вечер. Она вот сидела, она смотрела спектакль, критики, они засрали так спектакль, особенно вот, ну, она больше всех. Очень жестко. Что забавное, что когда-то, пару лет назад, мы играли Крейцерову сонату в Москве, там тоже на фестивале, там тоже были критики, и они похвалили спектакль полностью. То есть они вот, ну, то есть я имею в виду, они, ну, понятно, там, аргументировали это, там, так или иначе, но вот эти... Они говорили вообще абсолютно диаметрально противоположные вещи. Ну, то есть я имею в виду, я все это время хочу сказать, что истины нет на самом деле. Мне всегда, ну, бесит, что есть какая-то вот позиция, которая там критиками или не критиками, и она должна быть максимально правильная. А ее нет на самом деле. Спектакль вам или нравится, или не нравится. И это, ну, нормально абсолютно. Ничего, ну, вот и все. Но мне всегда не нравится, когда кто-то так уверенно говорит, что можно делать только так, и никак иначе. И вот тут вот тоже они по этой Крейцеровой сонате прошлись просто жестко. И дальше, значит, и она говорит какую-то фразу, Наталья Давидовна, что типа, ну вот это. Ну, а главная, кстати, претензия была тогда, что это типа не Толстой, у Толстого не так, типа. Но там в программке тоже написано по мотивам, если что, в Крейцеровой сонате. И она, значит, говорит, ну вот это, ну это какой-то маскарад. И я начинаю ржать. Ну, а там как бы, понимаете, обсуждение с критиком, там это такая, ну, типа мини-пресс-конференция, там на видео снимают, там вот сидит человек, 30-40 зрителей, артисты, критики. Ну, такая довольно-таки, ну, типа претенциозная тусовка. И вот когда критики говорят, тишина полная, я ржать начинаю. Просто вот один человек смеется. Все такие так, чинь. И она такая, она меня узнала, она поняла, как бы, она меня запомнила, видимо, там на маскараде тогда в Бресте. И она такая, о, Дэвид, я вижу, да, почему вы смеетесь. Я говорю, да, Наталья Давидовна, я вижу, запомнился вам маскарад, все-таки не выходит вот он из головы. И в итоге я вот этим вот ее навел на то, что она начала говорить про маскарад. И сказала, типа, что ну как можно Евгения Арбенина называть Женя? Как можно баронессе Штраль дать имя Анна? И я просто говорю, так у вас программки не было, там по мотивам написано. Убил. Все в смех. Просто все заржали жестко. Потому что это такой аргумент, который... Ну что ты против этого скажешь? Там по мотивам. И она пытается как-то вырулить. Типа, ну, по мотивам должно быть как-то по-другому, по мотивам. А как в ее представлении, интересно? Ну, на самом деле, это все было дальше просто, ну, такой... Там можно было придраться вообще ко всему. И было видно, что она посыпалась на самом деле. Она посыпалась. Ну, она такой... Она очень консервативных взглядов. Я думаю, вы увидели ее образ. Она такая очень в возрасте женщина. И дальше она от этого комментария, потому что она почувствовала укол, она ушла больше в агрессию. И она навалила, ну там много всего, и про маскарад, и про Крейцерову сонату. Я говорю ей,
Слушайте, Наталья Давидовна, вот вы видели Крейцерову сонату, это спектакль вот моей одногруппницы, вот. Вы видели «Маскарад», это мой спектакль. Скажите, пожалуйста, как быть молодой режиссуре, чтобы нас не выкинули из профессии? Что же нам делать, чтобы нам не потерять работу? Она уже поняла, что я открыто начинаю ее стебать, и все это в зале поняли. И, наверное, это было даже некрасиво в этот момент с моей стороны. Потому что это было прям открыто, ну вот стёб в ее сторону. Но она на это ответила: больше читайте. Я говорю: все, понял. И, значит, ну и потом как-то все это завершилось, и там была потом общая фотосессия в конце. Я потом к ней подошел, говорю: ну, я должен фотографироваться только с вами. А фотография есть? Осталась? Я не знаю. Ну и, в общем, и мы так... Ну, я просто почувствовал, что я ее, наверное, слишком сильно уколол, потому что так, ну, открытая уже пошла агрессия какая-то с моей стороны. Я сказал ей: слушайте, Наталья Давидовна, ну, не обижайтесь на меня. Я сказал это не для того, чтобы вас обидеть. Я вообще самых честных правил, добрых, светлых. Ну, и она так тоже немного растаяла. Такая: я все равно про вас напишу в журнале. Я вас там... Я говорю: пожалуйста, ради бога, хоть бы. Что я хотел сказать этой истории? Ничего. Я хотел сказать, что критика, она есть, она будет. И я каждый раз смотрю спектакли свои из зала, и периодически, я вижу иногда, что иногда люди просто встают и уходят. Почему? Я думаю, наверное, им на электричку бежать. На самом деле им просто не понравился спектакль. И такое бывает. Невозможно сделать то, что понравится всем. А хочется просто остановитесь, там большая часть. Бывало вообще такое, что большая часть зала ушла или там... Нет, ходят там 2 человека, 3 человека. Ну, понятно, 4. А если там, например, в зале сидит 2-3 человека, 2-3 человека, человек 20-40, да, и там меньшинство, вообще хочется играть в этот момент? То есть... Мы один раз играли спектакль на 1 человека. Это был кто-то... Нет. Это был ковид. Не в смысле ковид. В ковиду играли. В смысле, это было времена ковида, очень много мероприятий закрывал, не проводилось, и там не хватало, там надо было закрыть определенное количество мероприятий за год, провести. Поэтому ставился в омуте 3 раза в день, и какой-то был спектакль, 2-й в день, когда, то есть там было по 5 человек, приходило по 6. В омуте это спектакль малой сцены, там всего 40 мест, если что. Он там в маленькой коробочке играется. И вот один раз пришла одна женщина. И такая: я, наверное, пойду. А мы такие: нет, мы для вас сыграем. И сыграли на нее одну весь спектакль. А играете вы какие-нибудь андерграундные спектакли? Допустим, есть только популярные, да? Можно взять нишевый? Что такое андеграундный спектакль? Я бы не сказал, что можно... Все-таки театр Горького — это национальный театр. Он должен определенным критериям соответствовать. Я бы не сказал, что у нас андеграундные спектакли и что у нас будут когда-нибудь андеграундные спектакли. Для этого... наверное, национальный театр, может, это даже не место для такого формата. Хотя я не знаю, как правильно ответить. Я могу сказать, что в своих спектаклях я стараюсь... некоторые сцены там, они достаточно... Могут быть даже андеграундные, не знаю. Вы же, допустим, какую-нибудь популярную тему интерпретируете на современный лад? Я не знаю, возьмем тот же «Маскарад», допустим, да? Мы там полностью перенесли действие в сегодняшний день. Почему я это сделал? Не потому, что было прикольно там, да, или там завлечь зрителя, а просто я читаю Лермонтова. Я понимаю, что есть вещи, которые они себя изжили. Например, главный герой, там, Арбенин, да, который уже в возрасте, который, почти старый человек, который берет в жены молодую девочку, и дальше начинает ревновать ее к молодому князю. Тут
это вещи, которые сегодня не встречаются. Да, сложно говорить о том, чего сейчас нет. Ну да, и поэтому это, ну, если встречается в рамках исключения, сегодня супруги это равные друг другу люди. Там Князь — это депутат, может быть, какой-нибудь. и значит, и мы поэтому Посыпался, да? это был Раскол. раскол. Это был раскол. Значит, и поэтому мы, ну, опять-таки, там к супругу девочка на «вы» обращается. Сегодня нет. Поэтому мы рисуем современную семью. Другую там линию мы делаем, когда женщина должна носить траур по мужу и все такое прочее. Но это не современная история. Мы рисуем другую историю. Просто для того, чтобы сделать проблемы актуальными. И мы там я там сделал такую вещь, как вот у Лермонтова Арбенин играет в карты, он выигрывает всех, и это нормально вообще. Это не проблема. Мы делаем то, что чувак зависим. Чувак зависим от азартных игр, чувак лудоман, чувак не может остановиться. Потому что я вижу сегодня проблему огромную, когда повсюду это реклама казино. Belbet. Просто она везде, и люди реально становятся лудоманами. И я вижу в этом большую проблему, поэтому мы берем и меняем это все. Переносим в сегодняшний день для того, чтобы чуть-чуть сместить акценты, чтобы они стали актуальнее, чтобы они были важнее, чтобы они больше попадали в сегодняшних людей. Хотел поговорить о тебе как о режиссере. Ты же срежиссировал 2 спектакля, правильно? Это «Фауст» и Фауст и Маскарад. «Маскарад», да. Дипломную работу свою я не считаю. Почему? Это дипломная работа, потому что. Я понял. Скажи, как тебе в амплуа режиссера? То есть ты смотришь из зала на свои работы? То есть каждый раз ли ты это делаешь? Да, я всегда смотрю из зала. Поначалу я думал, что, я вот... Так просто не все делают. И поначалу я думал, что, я посмотрю там 2 раза, 3, и все, и перестану смотреть. Но вот я каждый раз смотрю, я вижу, что можно что-то еще вот чуть-чуть там подкорректировать, что-то там, чтобы лучше стало. И поэтому я смотрю и еще и даю, актерам какой-то фидбэк, что как прошел спектакль, что сегодня было круто, что было сегодня не круто. И, мне кажется, я не знаю, как на самом деле, конечно, но вроде бы им норм, от того, что я постоянно в зале, потому что есть такое, что когда режиссер в зале, артист не может полностью расслабиться, потому что стоит типа надзиратель, который ты должен сделать все вот четко, быть в рисунке и все такое прочее, если что, придет настучать по шапке. Я таким не являюсь, я всегда даю артистам, полную свободу. Опять-таки, в рамках мизансцены, в рамках того, чего мы уже отрепетировали и договорились, но так или иначе, вот сегодня он так скажет эту фразу, или он вот так вот скажет эту фразу, мне это не важно. Главное, чтобы она звучала по-живому. Чтобы он это сказал, как в жизни бы он сказал в этой ситуации. А некоторые режиссеры, они прям интонации какие-то, добиваются, прям задрачивают интонации определенные. Многим артистам это не нравится. Вот. Понятно, потому что ты... что хотел сказать? Да нормально быть. Нет, я хочу сказать, что это сложно, на самом деле это очень сложная задача, режиссура сама по себе. Но это круто, это меня завлекает, и я чувствую, что это... Знаешь, это как большая-большая вот формула на доске нарисована, и ты должен найти решение. Ты должен продумать все. Ты должен продумать все, начиная от логики в сцене, к мотивации каждого персонажа. Что тот делает, что тот этот. Придумать какое-то действие между ними, чтобы это были не просто говорящие головы. Чтобы зрителю было интересно, чтобы он не уснул. Правильное музыкальное оформление, художественное оформление, костюмы, все это история, бла-бла-бла. И все это, все цеха, там, вот, все, реквизит какой-то, туда-сюда. И это все очень большая такая задача, и которую ты можешь решать только поэтапно. Но в конце, когда ты решаешь это уравнение, спустя... Вот ты начинаешь там от замысла, там, от выбора пьесы и заканчиваешь там премьерой спектакля. Вот когда ты проходишь весь этот путь от начала до конца, и ты понимаешь, что сделано. Вот это все сошлось. Вот удалось организовать труд
80 человек. И он имеет, как бы, он обрел форму, и вот это какое-то непередаваемое чувство. И это такая вот самая такая дофаминовая жесткая кнопка. Если ты ее нажал один раз, ты уже жестко подсел на эту иглу. Чувствуется, с какой нежностью ты говоришь про тех ребят, с которыми ты работаешь, да, которых ты ставишь при своей работе. Я стараюсь ценить труд каждого из них. Я всегда им говорю после спектакля. Я стараюсь... у нас, беседки, я после каждого спектакля пишу добрые слова, хотя никто так не делает вообще. Это просто, может, ребята сидят и кринжуют с этого. Но я когда-нибудь перестану это писать наверняка. Но пока что, наверное, потому что я еще молодой и зеленый. А ты делаешь как мамочки на этих американских шоу, типа там, где дети вот так вот выходят, они там тоже вот так вот им показывают, как делать? Вы молодцы. Да. Есть такое или... Нет? Это печально. Вот, смотри, у тебя есть ТикТок. Популярно даже, очень. Нет, не популярно. Популярно. YouTube, Instagram. В основном ТикТок. Я думаю, ты реально вот популярен, famous. Есть ли у тебя фанатки? Есть просто люди, которые... Видно, что они поставили уведомления, потому что они смотрят каждое видео, и почти каждое видео они комментируют. То есть это люди, которые, видимо, им заходит мое творчество. Нет. Причем некоторые из них, они увидели меня сначала в театре, потом перешли в темную сторону интернета. А некоторые, наоборот, увидели меня в ТикТоке, а потом открыли для себя театр и все такое прочее. Нет, на самом деле то, о чем ты спрашиваешь, прям какой-то типа вопроса про фанаток, сталкеров и все такое, нет. Помогает ли ТикТок перевозить людей на театр, да? На пьесы? 100%. Я вам скажу так. Что произошло с Фаустом сейчас? Вот на февраль, когда выкинули билеты в продажу, выкинули на 2 спектакля. 2 раза в месяц он играется. Один день все билеты закончились. Почему? А там, то есть 1200 мест где-то выкупились за один день. Трэвис Скотт буквально. Вот просто за один день. При этом есть второй спектакль мой, «Маскарад», который ничем не хуже. Как мы выяснили. Как мы выяснили, Наталья Давидовна, да? Все-таки журнальчик ваш. На мой взгляд, ничем не хуже. Но мы сейчас можем открыть и купить, хорошие места на любую дату, будут билеты. Но когда доходит до, слава богу, когда день спектакля, он до конца продается. То есть многие же люди, они не покупают билеты заранее. Они такие, вот сегодня хочу куда-нибудь пойти. Что идет? Театр. Что сегодня? Маскарад какой-то. Ладно, пойду. И, собственно, в день спектакля много билетов, они выкупаются всегда. И я просто... Это про вопрос про ТикТок. Почему, мне кажется, с Фаустом так... это, опять-таки, совокупность факторов. Кто-то там говорит, потому что «Маскарад» не очень спектакль, а «Фауст» хороший спектакль. Я так не считаю. Но с Фаустом произошло то, что кто-то пришел на спектакль, снял а-ля эдит, выложил в ТикТок, несколько миллионов просмотров, и люди, а еще эта песня «Me and the Devil», там вот это вот, не буду напевать, и значит, и дальше люди начали приходить на спектакль. Это как тренд стало, понимаете? Снимать кусочки, выкладывать под эту же песню, и это стало форситься. Его зафорсили люди. И этих видосов
их, больше 10 уже. И они каждый раз там собирали какое-то космическое количество просмотров, там, от 100 тысяч там, до 500, до 600. И люди в комментариях такие, блин, билетов нет, билеты закончились, как купить билеты, все это. И в итоге вокруг этого спектакля начался какой-то дикий ажиотаж, а иногда ажиотаж, он подкрепляет ажиотаж. Когда билетов нет, и я хочу на что-то купить, я такой, да что ж там такое-то, что билеты не купить? Я точно хочу туда пойти. А когда этого, понимаете, если вот... Соцсети стали движущим элементом, да? Опять-таки, тут дело, это все синтез. Есть все-таки синтез и спектакля, и... Я думаю, это случай, я думаю, это везение, потому что редко такое можно увидеть, чтобы спектакль попал в эту воронку ажиотажа. Некоторые пытаются искусственно создать этот ажиотаж, и не получается, потому что, условно, спектакль там скучный, допустим. А тут получилось. Я думаю, что это просто, не знаю, как к этому относиться, это есть. У меня предположение такое появилось, типа «Маскарад» и «Фауст». «Фауст». И «Маскарад». Есть еще такой вот вариант. Дело в том, что насчет «Маскарада» есть много критики. Допустим, вот у нас же есть гостевая в театре. На сайте вот нажимаете кнопочку «Гостевая», там можете написать все, что вы думаете о нас. И это все, значит, театр... И это все театр публикует, и там, допустим, на «Фауста» нет, только пару я видел, я читаю комментарии, я только пару видел комментариев, что, как-то поверхностно это все. В основном они как бы положительные. На «Маскарад» прям мы можем найти много полотен, почему это полное. И Лермонтов в гробу крутится и уже создал вечный двигатель. Дело в том, что все знают Лермонтова. Но не все знают Разумова. Но никто не знает Гёте. Фауст, который написал Фауста. Дело в том, что я имею в виду, что у нас в «Фаусте» тоже по мотивам. Но никто не выкупает этого. Там тоже по-другому. Мы там, напридумывали много того, что у Гёте нет, и мы пишем. Это по мотивам. Но, не знаю, что хотел сказать. Ерунду какую-то сказал в итоге. Извините, пожалуйста, телезрители. Я не знаю, может, это один из факторов. Типа, вот я натыкался один раз на сторис какую-то. Женщина писала, что... Театр просто, опять-таки, репостит все сторис. И женщина писала, что мы давно купили билеты на «Маскарад», потом наткнулись на отзывы, и отпало желание идти. Потому что, смотрите, половина отзывов хорошие, прям крутые, половина отзывов такие. И когда ты видишь хорошие отзывы, плохие отзывы, ты замечаешь в основном плохие. Хорошие ты в основном не видишь. И она такая, и они с мужем, они прям думали, наверное, они хотели сдать билеты, но в итоге они каким-то чудом пришли на спектакль, им очень понравилось, они везде написали супер крутые отзывы, и типа, вот есть такие примеры. И поэтому я тоже, на самом деле, я смотрел, сериал недавно вышел «Преступление и наказание» с Янковским. Угу. Стоит смотреть. И вот все, кто посмотрел, и много людей в моем окружении, они такие, блин, какая чушь. Потому что это не Достоевский. Просто намутили, реально, тоже осовременили историю они. И более того, они там намешали «Преступление и наказание», они намешали «Идиота», все это сплели вместе, линии эти, то есть они как будто, вот знающий человек, который в теме, допустим, я знакомый с сюжетом всех этих произведений, я думаю, это, знаешь, если ты еще фанат Достоевского и хорошо к нему относишься, тебя как будто надругались над тем, что тебе дорого. И у тебя это вызывает, такую реакцию. И вот и большинство людей, они не приняли эту форму. И я даже, когда вначале посмотрел, я такой, это же не, там в «Преступлении и наказании» вообще другая тема, чё вы... А потом я вдруг как-то... Вот мне надо было что-то на фоне включить. Я часто Кинопоиск на фоне включаю. Я продолжил, просто он на фоне шел, я там что-то делал, а потом так...
Ну-ка. И уже там с 3-й, с 4-й серии. Вот как только я отбросил концепцию того, что не должно быть вот так, что это другая история, у них тоже написано по мотивам. Вот когда я отбросил эту концепцию и начал воспринимать это просто как другое произведение, которое к Достоевскому имеет отношение, ну, такое Косвенное. Да, как фанфик какой-то, как что угодно. Вот когда я принял эту концепцию, я начал получать удовольствие от этого сериала. Но в моменте я понял такую вещь, что, а ведь мне это сделать было на самом деле непросто. И я, наверное, это сделал, потому что я... сам может, у меня какие-то параллели с маскарадом я словил. Я думаю, вот так же люди приходят, и многие не могут принять эту концепцию, потому что мы там, очень все перелопатили. Кто-то идет и хочет увидеть Лермонтова, классического Лермонтова, а видит, абсолютно, какой-то... Люди лупасят друг друга на сцене, избиение, какое-то казино, там карты... манекены на сцене. Игры разума. И не всегда можно принять эту концепцию. Но просто вот есть люди, которые ее приняли, отбросили, восприняли это как отдельную историю. И вот. Однажды люди ушли со спектакля прямо перед финальным твистом. Там в финале есть твист, не хочу рассказывать какой, но который все переворачивает вообще. Вообще все. Для них история закончилась. У Лермонтова не такой финал. У Лермонтова финал... и они вот увидели финал Лермонтова, и вот сейчас должен начаться твист, и они встают и... всё. Все? Нет, два человека, в смысле. Два человека, потому что они, видимо, знакомы с произведением, они хотели досмотреть до конца. Чем? Все, понятно. Все. И ушли. Они рядом со мной проходили, я хотел им сказать: подождите, чуть-чуть там. Нет, конечно, я им этого не сказал. Но прикольно тоже, забавно. На электричку, наверное, опаздывали. Как это часто бывает. Мы начали тему про ТикТок говорить. Наиболее задаваемые вопросы в комментариях к твоим не рилсам как-то, ТикТокам. Вот, топ-3 вопроса. Стоит ли поступать в театральный? Наверное, самый частый вопрос, задаваемый тебе как человека из этой сферы. Не надо. Почему? Слушайте, на самом деле, если вы хотите поступать, вас ничто не остановит. Я вам так скажу, я могу назвать 100 причин, почему не надо этого делать. Потому что невероятно, во-первых, вы, наверное, не поступите, скорее всего. Потому что поступают, если мы говорим про Москву и Питер, там тысячи поступают. У нас конкурс, конечно, в Беларуси поменьше, но тоже большой конкурс. И люди они готовятся, я начинаю на камеру работать, забываю, что... Нормально. У нас же тут разговор нормально. Короче... Что я говорил? Люди готовятся годами. Они нанимают профессиональных актеров репетиторами, которые ставят с ними стихотворение, ставят с ними танец, басню, все. Они вкладывают в это просто, все. Они приходят, и они не поступают просто потому, что у того, кто набирает курс, не понравился нос этого человека. И все. Есть люди, это реальные случаи, когда приходила девушка, готовилась весь год, взяла подругу просто поддержать, по приколу подала документы. Вообще не готовилась, тяп-ляп стихотворение это прочитала. Та, которая готовилась, не поступила. Та, которая пришла по приколу поддержать подругу, поступила на бюджет. 3 десятки по всем экзаменам. Почему? Потому что она круто стихотворение прочитала? Нет. Потому что она понравилась, человеку, который курс набирает. Он захотел вот этого человека, вот с этой внешностью, вот с этим голосом. И все. Поэтому я часто люди, еще я все время играть. Нет, часто люди, они так жестко готовятся, а на самом деле люди иногда боятся, которые поступать, потому что не смогут подготовиться. Я всегда говорю, вообще плевать. Просто придите, прочитайте стихи как можете. Вы идете поступать, вы идете учиться. Вы не должны показать тут какой-то невероятный перформанс. Вы идете для того, чтобы научиться этому. Вот и все.
А если не понравлюсь, например, то есть... Скорее всего. Но Почему? а вдруг понравится? Ну, в смысле, скорее всего... Нет, скорее всего, потому что большинство людей отсеяли. А я не большинство. А вот я вот приду и скажу, вот топну ногой и... Это самая подруга. Да. А на самом деле это такой случай. Иногда вот действительно приходят люди такие, готовые рубашку на себе порвать, типа, да, я это сделаю, я именно тот, кто вам нужен. Я точно поступлю. И не поступают. А иногда приходят такие люди, которые, да, я точно вам нужен, я точно поступлю. И поступают. Это случай. Тут нет никакой, ну, я не знаю, логики, хоть бы она была, но нет. И справедливости нет никакой. в А я этом. понял смысл. Чтобы не сойти с ума, лучше просто даже не пробовать. Ну, лучше не пробуйте, потому что если вы, ну, реально этого хотите и не можете без этого жить, что бы я вам тут ни сказал, вы все равно попробуете и все равно пойдете. Вот в этом смысл. Тот, кто действительно хочет связать с этим жизнь, он пойдет поступать вообще, что бы я тут ни сказал. Что бы я тут ни сказал про маленькие зарплаты, про рабский труд по 12 часов иногда на репетиции. Ну, вообще... Камень в чей-то огород. Нет, ну я сейчас очень утрирую. Понятно, что есть как бы рабочее время, иногда репетиция, там она не больше 3 часов, 4 часов, но иногда идет какой-то выпуск спектакля, когда там не успевается что-то сделать, и люди приходят и в свой выходной, и по 12 часов все работают, и никто ничего не говорит, и это, ну как бы это база, просто такое может быть, и это нормально. Ну как бы это не нормально, но это нормально. Надо быть к этому готовым. Такое иногда случается, потому что это, ну, творчество, это искусство. Вопрос номер 2. Как побороть страх сцены? Ну, мы об этом говорили. Ну да, можешь просто в тезис. Ну, выходить снова и снова, чтобы побороть страх сцены, надо выходить на сцену. Вот. Снова и снова, через несколько лет страх сцены уйдет. Все. У меня, ну, в преподавательской деятельности я могу отметить следующее. Вот у меня не хотят отвечать, потому что боятся. Там какой-то первый курс, второй курс, они не хотят там опозориться, если ничего не знают. Вот как им быть? Вот такой локальный совет. Вот не знает человек ничего. Вот ладно, там человек что-то выучил, стихотворение и боится выступить там перед всеми. Бывает такое. А если человек вообще ничего не знает? Но ему нужно Не выучил выступить. стихотворение, надо рассказать? Да, Ну, да. Не надо выходить просто. Или взять телефон, вот с телефона прочитать. Вот. Где камера? Запоминайте. И третий вопрос. Мы, по-моему, кажется, тоже про него говорили. Как вы запоминаете так много текста? А дело все в том, что вот есть же у каждого человека любимые песни, например, которые хоть ночью разбуди, ты пропоешь все слова, потом. И вот это то же самое. Оно вот у меня где-то в мозгу там зашито, есть, наверное, 7 спектаклей точно, которые я знаю текст, он у меня, я его даже перед спектаклем не повторяю. Я повторяю только один спектакль «Горе от ума». Всегда. Всегда, даже 2 раза за день, утром и перед самим спектаклем я все прочитываю. Ну, даже не прочитываю в голове, просто проговариваю. Потому что там стихотворный текст, там нельзя ошибиться. Он не там... по мотивам, да? Он точный. То есть... Да. Там точный текст Грибоедова, там надо просто держать это в голове. В остальные... Я только перед самим выходом я проговариваю так в голове что-то, но на самом деле... Все это запоминается на репетициях, потому что ты, ну вот репетируешь там от 2 месяцев до 3 месяцев, ты постоянно повторяешь одно и то же, каждую репетицию, одно и то же. Все, даже учить не надо, все запоминается само. Другое дело, когда ввод срочный. Допустим, когда вводят артиста, которого не было в этом спектакле, тогда, да, надо чуть-чуть позубрить дома, посидеть. Ну и все. Слушай, а как часто ты ходишь на чужие постановки? Если есть возможность, вообще с радостью. Я стараюсь сходить на все и смотреть вообще все, что я нахожу в интернете про театр, я все смотрю. Все спектакли, которые я нахожу на Ютубе, я уже все посмотрел. Я подписан на очень много театров в Инстаграме, я постоянно смотрю сторисы их, рилсы, вообще самых разных, из разных городов, там, из Европы, из наших театров. Вот, поэтому стараюсь смотреть как можно больше, чтобы, конечно же, украсть что-нибудь хорошее. Позаимствовать, да. Ну, какие-то приемы. Ну, в смысле, потому что не то, что украсть. Украсть все равно не получится. Ты видишь какой-то прием, ты такой, блин, как это круто. Ты пытаешься повторить это в своей постановке, получается по-другому, так или иначе. Поэтому... Ну, наверное, не стоит бояться заимствования, потому что все равно у вас получится
Что-то свое. Индивидуально. Нельзя же просто взять и переиграть на 100%, как это было. Ну, сыграть там. Да вот, Да. элементарно, просто вот артиста вводят на роль, которую играл до этого другой артист. Мизансцены точно такие же. Он тоже вот идет со стула, садится тут, он тут это делает, это то. Текст точно такой же. Игра Но другая. все по-другому. Вообще весь спектакль становится другим абсолютно, потому что это другой человек. У него все другое. Несмотря на то, что все то же самое. Вот, кстати, по поводу заимствований начали, мне в голову пришла такая мысль, задам. А что по поводу новых постановок? Будут ли у тебя новые постановки? Планируешь ли ты что-нибудь? Да, меня, наверное, уже сейчас можно об этом сказать. Будет, меня вот пригласили, посмотрели «Маскарад», кстати. Понравилось, да? Маскарад понравился, и пригласили меня в Гомельский молодежный театр на постановку. Вот так вот. Там я буду ставить «Дикую охоту короля Стаха» Владимира Короткевича. Вообще путешествуешь по стране? Есть ли у вас какие-нибудь туры? Есть гастроли часто. Ну, в рамках гастролей только путешествую. Ну, я вот как раз-таки имею в виду со спектаклями. Какие страны уже посетил? Страны какие? Беларусь, Россия. Вот, А дальше будет что-нибудь? Казахстан. Ну, я не знаю, может быть, сложно сказать на самом деле. Сейчас сложно сказать. Ну, сейчас реально сложно. Вот. Но гастроли, они периодически случаются. Они есть, они будут. Вот и всё. Блиц, скорость без границ. Да, Блиц от Стаса. Да? Рандомный блиц. Где бы хотел все-таки больше, в театре или в кино сниматься? Это вообще две разные вселенные. Блиц. Скорость без границ. Разумов. Театр. Если это Блиц, то я сразу скажу театр. Старые персонажи или молодые? Чё? Старые персонажи или молодые? Чё? В Ну, смысле старые? играть старых персонажей или молодых? Ну, пока я молод... В смысле, мне играть? В Да. смысле? Ну, мне сейчас, на самом деле, моя актерская карьера, она как бы... Ну, я надеюсь так, да. Я хочу закончить актерскую карьеру и как бы... А режиссерскую... Вот, как бы, поэтому я бы скорее сказал, какие спектакли я бы хотел там Ну, поставить. давай, какие? Вот «Дикую охоту короля Стаха» очень хочу поставить в Гомельском молодежном театре. Сам хотел, пропоновал, да? А дальше будет, кстати, «Гамлет». Серьезно? Реально, да. В городе Амурск. В России. Да. Очень далеко, да. В Амуре, да, возле Монголии, правильно я понимаю? О, это очень далеко. Это будет, вот если «Дикая охота короля Стаха» мы начнем репетировать 21 января, премьера в мае, то «Гамлет» мы начнем репетировать в августе. Премьера в октябре. А есть такое, что все режиссеры хотят до Гамлета дойти? Ну, мне кажется, это скорее стереотип. Это, наверное, стереотип. Нет, не хотят, вообще никто не хочет. В основном никто, сеет с этой классикой, ее очень сложно ставить. Потому что, это просто сложная задача очень поставить классику, там много всего, но просто я очень люблю сложные задачи. А хочешь ли какую-нибудь свою работу вывести в массы? В плане. Ну, в омуте, да? Дипломная работа. Так, а что с ней? Хотел бы ее ставить? В смысле? Так она идет в репертуаре. Да? Да. Не видел. Дорогие подписчики, давайте так, если мы наберем 100 лайков, Дэвид 1 Разумов делает с нами постановку и снимает для нашего канала короткий метр в качестве режиссера выступает. Не наберет, да? Поднажмите, йоу! Хорошо. Вопрос по поводу популярности. Вот подняли, да, актерская вниз, режиссерская вверх. А с ТикТоком что? Ну, я бы так хотел. Ну, я понял, да. А с ТикТоком что? То есть я смотрел, там ранние видео залетали там на многомиллионные просмотры, а сейчас как-то... Да, сейчас почти очень сложно с просмотрами. Почему? Я думаю, это моя теория, никто не знает, как до конца работает алгоритм, но это просто моя теория, потому что я уже, наверное,
3 года, короче, снимаю видосы. Где-то я снял в общей сложности, ну, может, 850, может, 900 коротких видосов уже. Мой любимый — это вторая причина не есть уран. Да, вот 5 лямов почти на нем. Или больше даже, если со всех соцсетей. Неважно. Раньше, но я так скажу, мне сейчас больше нравится то, что я снимаю, чем то, что я снимал 2 года назад там, или 3 года назад. Это вообще полный там какой-то верх кринжа. Но это нормально, ты постоянно с себя кринжуешь со своей версии прошлой. 2 года назад. Да. Я про это снимал видос. Неважно. Но хоть мне кажется, что сейчас качество видео выросло, и подход к юмору, как мне кажется, мне он нравится теперь больше, просмотры упали. А раньше были больше, потому что раньше было проще. Было достаточно раньше. Там смысл в том, что, короче, коэффициент удержания. Если 50% людей досмотрели ролик до конца, ну, если это короткий ролик, то этого достаточно, чтобы он больше и больше набирал просмотры. 50% он получит 1000 просмотров, все еще эта плашка держится на 50%, он получает еще 1000, потом еще 10 тысяч, потом еще 20 тысяч, и так вот в прогрессии он будет расти до миллионов и дальше, пока плашка эта не упадет, пока удержание не станет 48%. Сейчас эта цифра изменилась. Сейчас некоторые мои ролики, я смотрю статистику, там удержание 50%, 55%, 60%. Этого недостаточно. И только ролики, в которых удержание 70%. То есть, вот прикиньте, люди листали вот так вот, и 70% людей, они остановились и до конца досмотрели. Это очень сложно. Я связываю это с тем, что контента стало настолько много на площадках. Потому что я помню еще полгода назад отовсюду были очень много видосов, типа начинайте снимать контент, так легко получить просмотры, вот это все, и так легко продвигать свой бизнес. Вот этого всего было очень много. И я думаю, люди реально начали. Вот они реально начали, они снимают, и я замечаю, что такое не только у меня просмотры упали, у многих они попадали, потому что тупо стало очень много контента, а количество аудитории, оно остается точно такое же, которая смотрит TikTok, Reels, там, шортсы на Ютубе. Оно точно такое же, и поэтому, Для удержания внимания можешь ставить, вот, допустим, игру Subway Surf, да, там, где прыгают, все такое. Я экспериментировал с этим. Это так не работает. Вот. Да. Тогда GTA, где машина летает. Вот если бы был на самом деле какой-то ключ, но его не существует. Есть что-то, что работает, залетает, люди видят, что это залетают, они начинают это повторять, это перестает работать. Поэтому, я стараюсь постоянно придумывать что-то новое. Почему я этим занимаюсь? Потому что это опять-таки, это инструмент очень хороший, который повышает твою медийность, привлекает внимание к тому, чем ты занимаешься. Очень много людей увидели меня в ТикТоке, а потом пришли в театр. Это круто. А если бы не театр, то кем бы ты был? Есть альтернатива какая-то? Если не театр, то другой театр, значит. А если вообще никакой не театр? Гомельский театр. Если вообще не театр, да. Все театры мира под запретом. Все, да, там забанен. Я бы нашел, где мне... Создал бы свой театр, да? Слушайте, на самом деле вот то, чем мы занимаемся сейчас, это тоже, театр. Потому что есть роли, которые мы играем. Да, всю и есть зрители, и это все формула. Формула успеха. Скорее, не знаю, чего-то там, театра, сюжета. Когда вы уже рисовать начнете что-нибудь? Пожалуйста. Это было бы так круто, если бы на протяжении всего подкаста тут происходили бы какие-то рисунки, разборки, тут война какая-то, бомбежка началась. Потом и это вот про разговор, про фокус внимания. То есть нас бы слушали, а смотрели бы туда. Сегодня мы без художников, поэтому... Окей. Может быть, перекурим? Не курите. Это плохо. Курите. Все. Да. Как сказал однажды один из учителей моих, ни в коем случае не бросайте курить.
Тогда вы быстрее умрете, да, и на ваше место Нет, придут. это работает от того, что ты, типа, тебе что-то говорят не делать, А. и ты такой, да я сделаю это, пошел ты, Тогда мы не идем курить. идите. Музыкальная пауза. Та-ра-та. Мы снова с вами! Хей! Я надеюсь, это вставится. У меня вопрос возник, когда я был на курилке. Перед тобой стоит человек, вот, дуб дубом, и тебе нужно убедить его пойти в театр. Как ты это сделаешь? Какими путями ты его завлечешь туда? Понятное дело, что если человек не хочет, пускай не идет. Но вот тебе вот такая задача. Заставь меня пойти в театр, я дуб дубом. В смысле дуб-дубом? Ну нахрена это театр вообще? Это же для дебилов. Ну окей. Ну, Не иди. Нет, а вот, какие вот вообще тезисы можно использовать для того, чтобы, я не знаю, как-то вот привлечь большую часть... Ну, я бы так сказал, что, конечно, мне кажется, у многих людей театр ассоциируется ну, это такой стереотип, что в театре скучно, что там вот играют, вот эта вот игра. Ну и вообще просто... В пиджаках. Спасибо. Но на самом деле есть крутые постановки. Такие, что... Ну, они есть просто крутые, классные постановки. Они, ты знаешь, они на тебя воздействуют, театр, сильнее, чем кино. Ну вот, если постановка какая-то крутая, это сильнее, чем кино, потому что, ну, все равно через экран не передать вот энергию, когда вот артист, допустим, совершает какая-то сцена жесткая, там, когда он кричит или не кричит, все равно идет, ты чувствуешь энергию, которая вот выливается из него сейчас вот в тебя. Это вот так ценно, потому что это сиюминутно, это происходит вот здесь, на твоих глазах, это по-настоящему. И это, ну, не знаю, это просто завлекает, как-то это гипнотизирует. Ты, когда это видишь, ты такой, вау, я хочу увидеть это еще раз, я хочу прийти еще раз в театр. И потом, если это комедия какая-то, то ты отвлекаешься от всего в жизни. Это хорошая комедия, она как стендап, понимаешь? Это то, когда ты куда-ты приходишь и смеешься 2 часа. Ну, правда, редко можно найти хорошую комедию сейчас, чтобы было так вот прям. Но вообще смысл такой. А какой-то серьезный спектакль, он, возможно, тебя даже переломит. Вот, например, была история у нас после спектакля «Крейцерова соната». Значит, девушка написала в Инстаграм театра большие слова благодарности и написала, что я развелась с мужем. Из-за этой постановки. Ну да, потому что спектакль, ну это... Дэвид понравился. Да-да-да. Нет, меня там немного на самом деле. Это спектакль вообще, это не спойлер. В самом начале спектакля чувак говорит, я убил свою жену. И дальше он рассказывает, ну типа он типа на дознании. Он рассказывает, как все было, он вспоминает об этом, поэтому мы там воспоминания, которые оживают, бла-бла-бла. Но это спектакль о том, как вот, ну, не надо доводить до такого, когда люди друг к другу не подходят, просто расстаньтесь. Когда нет любви между людьми. Это, если вы вместе, между вами нет любви, это приведет к тому, что в какой-то момент вы друг друга убьете. Кто-то из вас второго убьет. Вот, она посмотрела спектакль, и все, она пошла. Она поняла, что вот это был знак какой-то, и она развелась со своим мужем. А чего ты боишься? Как режиссер, как актер? Шкибиди туалеты. Не, ну серьезно, вот ты молодой, талантливый режиссер, актер. Там спустя 20 лет ты не боишься стать там консервативным, как вот это... как ее звали? Наталья Давидовна, Да, обожаю Наталья вас. Давидовна. Надеюсь, вы это не смотрите. Мы и скинем. Не знаю. Да, конечно, я боюсь не превратиться вот в какого-то, в то, что я презираю. А презираю я халтуру. И я презираю халтуру в любых ее проявлениях. Если работать, то качественно на все 100. И надеюсь, ничего со мной... Ну, если... Я не знаю, как бы там... Как оно будет там дальше.
Надеюсь, будут... Ну, я хочу заниматься своей профессией. Я хочу ставить спектакли. Надеюсь, что с годами я не превращусь, да, в консерву какую-то и не стану заниматься халтурой. Склейка. Тут из 2040-го так. И мы сидим с бородами такие, да? Да, халтура. Спасибо за микрофон. Есть ли у тебя какие-нибудь наставники? Ну, допустим, ты учился, да? Тот, кто тебя обучал, ну, и конечно, то, кому есть. ты благодарен. Я очень благодарен нашему мастеру курса, он же художественный руководитель театра Сергей Михайлович Ковальчик, который научил нас профессии, вот, который нас терпел 5 лет, дураков, вот, чему-то научил, взял в театр работать. Ну. Сам бы детей вообще учил когда-нибудь? Ну, вот таких же первокурсников, второкурсников. Я не знаю, это такая большая ответственность на самом деле, педагогика. Это так сложно, но, наверное, мне бы еще немножко опыта побольше. Пока, ну, я не знаю, у нас еще это так мало оплачивается. Кстати, да, вот мне было интересно поговорить. Или не разглашается? Что именно? Ну, сколько зарабатывает режиссер? Ну, по-разному, на самом деле. Зависит от... Давай не душни. Да. Ну, по-разному. По-разному. Там есть, ну, какой-то минимальный гонорар. Вот, допустим, который получаю я сейчас. Это минимальный гонорар. Там это типа 3000 белорусских рублей. Если ты разделишь это на 5 месяцев работы... А актер сколько получает? Еще меньше. А артисты по-разному, смотря какой театр. Есть бальная система, которая зависит от того, сколько ты сыграл спектаклей, какие ты сыграл спектакли. Если у тебя главная роль, у тебя 10 баллов. Если ты вышел, вынес поднос, сказал кушать подано, у тебя там 4 балла. Все эти баллы складываются, из этого складывается премия какая-то. Я так понимаю, поэтому ты ТикТок и завел, да? Не, вообще ТикТок никаких денег не приносит. Единственное, что... Ну, режиссер, он еще и получает как бы процент от продаж. Там по-разному. Ну, в основном это там, если это полный зал, может там 200 рублей со спектакля, 300. У него закончились вопросы, вероятно. Хотел спросить, а вот всегда ли играет человеческий фактор какую-то главную роль в построении отношений между, хотел сказать, актерами, артистами? Ну, то есть, всегда ли театр — это большая, дружная семья? Или это прям вот как... Да нет, конечно, не всегда. Дом во время потопа? Вообще не всегда. Зависит от режиссера, зависит от того, кто как бы... Человек, который строит репетицию, он может создать атмосферу абсолютного какой-то диктатуры и тиранства, а может создать какую-то атмосферу, где мы все тут друзья, занимаемся творчеством. Правильного пути нет, можно и так, и так. Кто-то... Действительно, есть такие случаи и в истории режиссуры, когда просто стульями в артистов кидали и всячески гнобили, и ор какой-то стоял. Я не сторонник такого. Но это действенный метод? Я не знаю, насколько он действенный. Лично, если бы я столкнулся с таким, работая актером, с какой-то жестокостью в мою сторону, с каким-то абьюзом в мою сторону, то, ну, я не знаю, я бы сказал, пока. Ну, как бы, в смысле, пока. Ты либо работаешь, либо ты... Ну, я бы, наверное, пошел к директору, к художественному руководителю сказать, пожалуйста, снимите меня с роли. Я не могу работать с этим режиссером, он меня оскорбляет, он меня там, вот это все. Но, как правило, лично я не встречал каких-то таких вот прям какой-то лютой агрессии. Были, ну, какие-то споры, ну, чего-то жесткого там, прям, чтобы стулья летели. Я не видел, хотя мне рассказывали такие истории. Я хочу чай.
Нормально посидели. Да, хорошо посидели, хорошо поговорили. Ну, Можно вопрос еще? Да. А вы друзьями собираетесь когда-нибудь? Ну вот, труппой своей собираетесь? Ну просто так где-нибудь. Ну, вопрос реально затрагивал меня. Вот мне интересно было. Вот, допустим, какая-нибудь постановка есть, потом вы собираетесь. Бывает прикол, ну, поиграть ее вне контекста? Нет, поиграть вне контекста нет. Всегда после каждой премьеры банкет. Обязательно. То есть все, кто участвовал вот проходит, ну, потому что создание спектакля, оно как бы от 2 месяцев до там 3-4, может быть. Это большой труд, и как бы это, ну, такая финальная точка, где все вот собираются, тепло, общаются, выпивают, хорошо проводят время. Ну, что еще? Ну, как бы... Вот корпоратив у нас скоро будет новогодний. А так мы вот, ну, мы дружим вот нашим кругом. Вот мы вместе учились. Вот я, Виталина, Маша, Егор. Вот мы до сих пор. Вот мы работаем в театре. Мы периодически видимся там, встречаемся. Вот. Ну, в смысле, мы дружим и с другими как бы коллегами нашими. Мы в прекрасных отношениях с ними. Просто мы редко видимся вне рабочего времени. вот у меня вопрос. Я вспомнил интервью Гордона с каким-то дедушкой, и он так сказал. С шахматистом. Он сказал, вы бы хотели умереть за шахматной доской? У меня, наверное, банальный, не совсем корректный и очень страшный вопрос. Ты бы хотел умереть на сцене? По-настоящему. Расскажу про артиста, который умер на сцене. Нашего? Нашего театра. Театра Горького. Белоруса. В Беларуси. По-моему. Короче, спектакль он играл. И... Ну, он вроде бухал жестко. А потом резко бросил. Там какая-то такая история была мутная. Ну, может, я могу ошибаться, может, я наговариваю, если что. Давайте так, это фантазия. Это было реальность. Ну, то есть там непонятно что. В общем, то ли он так жестко выпивал, а потом резко бросил. Так резко, что типа организм, там что-то сосуды, я не разбираюсь. Ну, в общем, он прямо на спектакле, у него остановилось сердце. Баламовна, уже ныне покойная, она тоже играла с ним спектакль, она бросилась к нему, к зрителю, типа, врача, кто-нибудь в зале, все думали, это спектакль, что это представление, вот это вот. Где-то это было даже в кино или где, вот это вот, прям сцена. Как будто бы вот такая вот сценарий, ой, не сценарий, ну, то есть она прям известный. звала врача на помощь. Первое время все думали, что это так надо по спектаклю. Вот. Хотел бы я такого, нет. Ну, ты считаешь себя публичным человеком? Ну, учитывая, что я каждый день Да. выкладываю что-то дегроидное в интернет, то, не знаю, наверное, да. Хотел спросить по поводу игр, которых ты стримишь. Ну, ты... Да сейчас уже не стримлю. Стримил. Я не стримил, кстати, это все летсплей. Ну, прошу заметить, как бы, летсплей. да, для тех, кто шарит. Сейчас нет на это времени, к сожалению. Я очень хочу. Есть огромный список игр, которые бы я с удовольствием записал летсплей. Топ-3 игры, которые ты хочешь. В виш-листе у тебя висят. Silent Hill 2, Silent Hill 2 ремейк, Silent Hill 3. У тебя какая-то, типа, серия? Да не, на самом деле нет. Просто я не могу, у меня сейчас даже места нет, которое я бы... Во-первых, сейчас времени нет, потому что параллельно работаю над подготовкой сразу к 2 спектаклям. А во-вторых, ну не надо. Ко мне уже один раз приходили соседи и говорили, что я слишком громкий. Что, кстати, за зацикленность на хоррорах? Почему только хорроры? Ну, это зрелищность. Это тупо, потому что это зрелищно. Потому что это то, во что люди в основном... То есть в хорроры мало играют, потому что, типа, страшно. А вот посмотреть прикольно. Как кто-то боится, как кто-то пугается. Поэтому ты играешь,
Ты делаешь вид, что ты боишься, сильно пугаешься, кричишь, достаешь из себя самые большие эмоции для того, чтобы при этом ты это должен как бы сделать так, как будто в реальности типа ты испугался. Если это хорошо получается, то тогда за этим интересно наблюдать. Вот, как бы поэтому... То есть ты не выдавливаешь, у тебя настоящая реакция на эти все пугалки? Ну, я выдавливаю, Скример. но так, чтобы было по-настоящему. Типа. Мгм. Ну, все равно это образ, так или иначе. Мы разоблачили самого главного Самое главное летсплейщика. клоуна. На самом... Ну, просто... тут нужны крайние эмоции. Они всегда работают. Какие-то крики максимальные. То есть с чего мы сегодня начали, это тоже плюс, да? Что мы так Ну, сразу... это было даже не громко. Ну, Ну, а так, потому что соседи тонкие, коммуналка, ну, ё-моё. Соседи не переживут еще одного летсплея. Потом, вот я просто раньше снимал вот в подвале в театре, когда никого не было. Вот там можно. А сейчас театр на ремонте, поэтому основное здание. Есть ли какая-нибудь конкуренция у театров? Ну, сколько у нас театров в городе? 5-6. Ну, можно, допустим, ты же в Гомель едешь, да? Там 2 театра. Но там население 600 гораздо тысяч. меньше. Ну, конечно, это хорошо, когда, какая-то здоровая конкуренция, она только помогает, да. Видишь какой-то крутой спектакль, думаешь, блин, как он это сделал? Надо тоже что-то вот такое придумать, что повзрывает сознание. То есть нет никакой конкуренции за актера, допустим? В плане. Ну, допустим, какой-нибудь хочет тебя театр забрать к себе, кроме Гомельского? Ну, в основном так не происходит, да. Обычно либо сам артист уходит, потому что там что-то ему не понравилось, либо, в основном, вот люди как приходят в театр, так и работают в 100 нем лет, да? всю жизнь, да. Бабка на колхозе. Ну вот забавно, но так чаще всего и случается. Ну, не в смысле, как бабка на колхозе, а в плане того, что вот люди приходят в театр, и часто они вот всю жизнь работают в театре. Но по-разному. Леня. грустная нота. Мы не будем это вырезать. Я бы хотел, чтобы большинство наших подписчиков написало в комментариях тоже вопросы к Дэвиду. И я полагаю, для этого можно было бы снять отдельный ролик. Дэвид отвечает на вопросы подписчиков Фройншафта и просто людей, которых заинтересовала сегодняшняя тема. Можно перенестись из такого подкастного формата в формат летсплеев, поиграть с Дэвидом в летсплей. Не надо, не смотрите старые летсплеи. Почему? Я смотрел Left 4 Dead, потому что это моя любимая игра. Одна из любимых. Я люблю эту игру, она у меня есть. И в принципе, я думаю, мы можем заканчивать. Хорошо, как скажете. Спасибо большое. Спасибо. Всего вам доброго. Доброго. Пока всем. Ура! Можно нажимать off? Да. Yes.